Творчество этого исполнителя уже давно завоевало сердца слушателей, а сейчас он представляет нашу страну на престижном международном песенном конкурсе Silkway Star. Сегодня с нами талантливый певец, обладатель яркого голоса и неповторимого стиля Давран Шамыев. У нас есть уникальная возможность поближе познакомиться с певцом, узнать о его впечатлениях от конкурса и о том, что вдохновляет его на новые творческие достижения. Поехали! Они как раз сейчас распеваются, готовятся к концерту. Давран, Муниса, здравствуйте! Здравствуйте. Давран, буквально перед концертом хотелось бы задать пару вопросов. Муниса, если вы не против, чуть-чуть вас отвлечем от распевки. Давран, мы видели первый эфир конкурса. Вы спели очень красивую, необычную песню. Интересно, по каким критериям вы выбирали эту песню? И коротко для наших телезрителей историю создания этой песни. Да, конечно. Конкурс Silkway Star дает возможность всем артистам показать себя с разной стороны, так как там есть 10 этапов, 10 эпизодов, которые наши зрители смогут наблюдать. И они были сняты с начала сентября, даже с конца августа, то есть уже предзаписаны были все эпизоды, мы уже все находимся у себя на родине, а эфиры будут выходить каждую субботу на канале ЖПК Жолы в Казахстане. Какие песни были выбраны? Первый этап, все исполняли свою авторскую песню. И, конечно, эта песня сразу же пришла мне в голову. На самом деле, эта песня «Голоса предков», она была написана год назад и была написана на английском языке. И когда нам было сказано, что для первого этапа нужно исполнить авторскую песню, я решил, что именно выбрать эту песню для представления нашей страны было бы очень правильно, ведь там поется про голоса предков, что они всегда в наших сердцах, они всегда рядом, и мы чувствуем их, они в нашей крови. И эту песню написал я сам, и мелодию, и слова. Слова были начально написаны на английском языке. Но перевод песни на туркменский сделал Азиз Гурбанов, очень молодой, талантливый парень. И также Агасила Прозыев, выпускник Туркменской национальной консерватории, он сотворил прекрасную аранжировку для этой песни, что передало всю атмосферу этих слов, которые несет эта песня. Может, споешь чуть-чуть маленький кусочек? Да, могу спеть сейчас акапелла. Qadimdan gelgen tətin olan hey Yalqımlı geçen olan yolları Enidem koyar hayrana bedi Geçmişten gelen dumandan çakken de Olur yanımda mı dama yürekten duyar Tanıktan bir de geçen Yeterlerden yeterler Bu paykat kudreti bakı yaşar min gönlümde Kuytan over yanını temi görelim Yatık yap edelim yolun damarlardan Давран, многим нашим телезрителям интересен формат конкурса. Как нам проголосовать? К сожалению, по формату конкурса зрительское голосование будет только на гранд-финале, который будет проходить в ноябре в Казахстане, и это будет транслироваться во всех странах-участниц прямым эфиром. Самый наименьший балл, кто получил, и эта страна выбывает, к сожалению, из конкурса. Так что пока что зрители могут только наблюдать за проектом, а уже в финале давать свои голосы своим любимым артистам. Когда ты впервые понял, что музыка — это твой путь? На самом деле я родился в семье музыкантов и с детства был окружен музыкой, и, наверное, это и оставил такой отпечаток в моем сердце, что музыка является главной частью моей жизни. Давран, что было самым волнительным в твоей карьере, и были ли такие моменты, когда хотелось бросить музыку и заняться чем-то другим? Волнительные моменты — это, наверное, всегда минуты ожидания перед выступлением. Всегда выходишь на сцену, будто словно это твой первый раз, но как только ты делаешь свой первый шаг на сцену, она окутывает тебя и успокаивает, будто это твой дом, и ты не думаешь об этих переживаниях. Сложные моменты в карьере, наверное, уход нашей матери был таким тяжелым моментом жизни, после чего были мысли остановить музыкальную жизнь.
потому что на это не было, наверное, эмоционального ресурса, но как папа тогда меня уговорил и переубедил, что даже последние дни своей жизни моя мать хотела, чтобы я продолжил этот путь, потому что она верила, что в дальнейшем меня ждет что-то огромное, и я, наверное, сдержал свои обещания перед своей матерью. Давран, в твоем репертуаре очень много разных песен в разном стиле, да, но есть ли такая особенная, которая тебе нравится больше всех, может, о родине, о семье, о любви? Конечно, на самом деле музыка, она безгранична, и мне нравятся разные жанры, разные стилистики пения, но уже последние многие годы я влюблен в этно-поп, где есть сочетание этники, то есть народной музыки с чем-то современным, и когда в этих песнях показывается своя кровь, своя нация, любовь к родине, это просто влюбляет в себя вдвойне. Чем ты занимаешься в свободное от творчества время? Есть ли какое-то хобби, развлечение? Конечно, помимо занятия музыкой и созданием песен, в свободное время я очень люблю ходить в спортзал, потому что все-таки физическая подготовка помогает тебе чувствовать себя налегке и более увереннее на самом деле. Чтение книг на иностранных языках. By the way, how many languages you know? I know 3.5 languages. It's Turkmen, Russian, English, and a little bit of French. Но надеюсь еще выучу остальные тоже. Вот. Изучение языков и дипломатия. Я был молодым послом ЦУР в ООН и Туркменистане 2021-2022 годы. И, наверное, я всегда говорил, если бы я не занимался музыкой, я занялся бы, наверное, либо дипломатией, либо же был бы переводчиком. Давран, у нас впереди очень много праздников в нашей стране. Есть ли у тебя какие-то цели, может, какие-то мелодии уже в голове для новых праздников, новые песни? Конечно. В нашей стране для нас, молодежи, создаются огромные условия для создания чего-то нового и прекрасного. И, пользуясь такими возможностями, конечно, хочется также делать больше вклад в нашу культуру, в нашу музыку туркменскую. В первую очередь, наверное, как только вот закончится проект, я начну еще больше заниматься созданием новых песен своих, может выпустить альбом. Но, наверное, моя мечта и огромная цель в моей жизни, одна из них, это, наверное, побывать в Грэмми в качестве номинанта, не знаю, было бы очень круто. Сейчас у тебя есть огромный шанс передать своим поклонникам свои пожелания. Что бы ты хотел бы им сказать? В первую очередь хотел бы поблагодарить весь туркменский народ за огромную поддержку, за теплые слова, которые они каждый день нам отправляли на протяжении нашего прибытия в Астане. Это очень согревало нас, это также давало нам огромную мотивацию идти вперед на такой международной арене. Хочу пожелать добра, мира, процветания, удачи в их жизни. Болейте за нас, болейте за нашу страну. Туркменистан идет только вперед, и в дальнейшем нас ждет еще много-много огромных целей и побед. Пользуясь этим случаем, хотелось бы поблагодарить нашего национального лидера, героя Аркадага, и также нашего глубоко уважаемого президента. Мы безумно рады и счастливы, что мы живем в такой прекрасной стране, в котором ими созданы такие прекрасные условия для развития, жития и создания чего-то прекрасного в этом мире. Мы искренне от всей души желаем, чтобы вы стали победителем конкурса Silkway Star. Мы все будем болеть за вас. Спасибо. Спасибо большое. Для Даврана музыка — это не только профессия, но и призвание. И именно это чувствуют зрители, когда слышат его исполнение. Его выступления наполнены эмоциями, искренностью и большой любовью к родине.